11 октября 2015 года ушел из жизни советский и российский археолог Нияз Абдулхакович Мажитов, чьи научные открытия кардинально изменили существовавшие прежде представления о прошлом Башкортостана и целого ряда регионов. Именно поэтому они по сей день являются предметом бурных споров, иногда выходящих за грань сугубо научной дискуссии и переходящих в плоскость политизации вопроса. Каково значение его трудов и какое наследство он оставил после себя? Для нас, студентов-историков, учившихся на рубеже 80-х и 90-х годов, романтика археологии была одним из тех притягательных магнитов, которая затягивала на стезю исторической науки. Олицетворением этой романтики на истфаке БГУ был профессор Нияз Абдулхакович Мажитов. Внешне несколько эксцентричный и даже чудаковатый, но на самом деле волевой и удивительно работоспособный человек, всегда достигавший однажды поставленных целей. Нияз Абдулхакович Мажитов родился 20 августа 1933 года в деревне Тугаево Гафурийского района Башкирской АССР. Доктор исторических наук, профессор, академик и вице-президент Академии наук Республики Башкортостан. Лекции Мажитова не были исключительно экскурсом в археологические премудрости. Скорее, это было введением в востоковедение, поскольку только от него тогдашние студенты узнавали о корифеях средневековой арабской историко-географической традиции – Ибн Фадлане, Масуди, Идриси и многих других авторах, писавших о народах Урала-Поволжья. В условиях отсутствия интернета и ограниченного доступа к специальной литературе именно его лекции открывали слушателям целые миры, отсутствовавшие в учебниках по истории СССР. Перед их глазами проносились орды сарматов, гунов, печенегов и мадьяр, возникали миражи тюркского и хазарского каганатов, а в аудитории повисали пафосные сентенции архонно-енисейских памятников. Нияз Абдулхакович для меня не просто учитель. Я уже сказал, когда мы хоронили его, Нияз Абдулхакович для меня является научным отцом. Потому что все первые свои открытия, первые свои шаги я сверял с ним. Вот. И он был главным наставником во всех моих археологических студиях, которые мне когда-то пришлось здесь совершить. Сергей Николаевич Баталов, ведущий научный сотрудник Южноуральского филиала Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, действительный член Международной тюркской академии. В 1987 году его археологическим отрядом было открыто поселение эпохи бронзы Аркаим. Нияз Абдулхакович, ведь это же эпоха. Это эпоха открытия Урала. Открытие Урала с точки зрения Урала как национального, как многонационального региона, в котором происходило смешение разных народов, и в то же время зарождение этих народов. И вот та самая эпоха, которая связана с зарождением народов Урала, она пролегла через душу, через сердце Нияза Абдулхаковича Мажитова. Я вспоминаю свое детство яркими, разрозненными картинками. Многое уже позабыто, но что-то важное моя память бережно хранит. В особенности почти физическое ощущение постоянного голода, которое, наверное, знакомо каждому ребенку страшной войны. Вспоминал десятилетия спустя Мажитов. Всю оставшуюся жизнь он не мог наесться. Он постоянно был голодный. И это для него был самый большой страх, собственно говоря. Вот это чувство безысходности, голода в военные и послевоенные годы привели его к тому, что он после 7 класса
уехал в Уфу поступать в только что тогда организованный интернат для детей военных, для сирот. Хотя отец и старший брат Нияза Абдулхаковича вернулись с фронта живыми, что было счастливым исключением из правил для их деревни, большая семья Мажитовых испытывала сильную нужду. Поэтому, когда юный Нияз поехал в Уфу для поступления в Башкирскую республиканскую школу-интернат номер 9, ныне это Башкирская республиканская гимназия имени Гарипова, никто не стал возражать против его решения. Приехав в Уфу, он к своему великому разочарованию узнал, что не может быть принят в интернат по возрастному цензу. Возвращаться обратно в деревню он категорически не хотел. Понимая всю отчаянность своего положения, он решил во что бы то ни стало добиться своего. Ночуя неизвестно где, в течение 3 недель он как на работу приходил в Министерство просвещения и требовал, чтобы его приняли в школу-интернат. Странного мальчика ругали и выгоняли вон, но он появлялся вновь, истощенный, но не сломленный. В конечном итоге настырность и упорство малолетнего соискателя заставили чиновников министерства сдаться. Вопреки всем правилам, Мажитов был принят на учебу. Устройство в школу-интернат стало поворотным моментом в жизни Мажитова, вырвавшим его из рутины привычной сельской жизни. Однако поступление в 1950 году на историко-филологический факультет Пермского университета определило вектор всей его жизни. Мажитову вновь улыбнулась судьба, так как его учителем, да и просто покровителем, стал известный археолог Отто Бадер. В прошлом он работал в Институте археологии в Москве, но с началом войны, как этнический немец, был отозван с фронта и отправлен на Урал. Отто Николаевич Бадер, 1903-1979 годы жизни, советский археолог, доктор исторических наук, специалист по каменному и бронзовому веку, основатель Пермской школы археологии, один из первых исследователей настенной живописи Каповой пещеры, Шульганташ. И знакомство с Бадером – это вот вторая ступень, мне кажется, в его жизненном пути, которая определила уже будущее его. Я в последнее время не очень верю в случайности. Случайность – это всегда какая-то выявленная закономерность. Видимо, так суждено было на пути отца встретить Бадера. Они дружили всю последующую жизнь. Я его очень хорошо помню. Он, когда приезжал в Башкирию, он всегда останавливался у нас. По возвращении в Уфу в 1956 году молодой специалист Мажитов устраивается на работу в недавно открывшийся Институт истории языка и литературы башкирского филиала Академии наук СССР, а уже на следующий год приступил к своей первой самостоятельной полевой работе в районе села Новые Турбаслы, где планировалось строительство Черниковского нефтеперерабатывающего завода. Эти раскопки стали прологом к выделению турбаслинской культуры и открытию городища Уфа-2. Это городище нам известно еще 1957 года. В 1957-1958 годах я, как начинающий археолог, проводил во дворах жилых домов раскопки, которые подтвердили, что это городище возникло где-то на рубеже первые века нашей эры. Такие хорошо датированные находки есть. Но основной период существования этого городища приходится на 5, 10, 14 века. Да. Не будь Мажитова тогда, наверное, это так и остался бы один из многих известных памятников. То есть чутье Нияза Абдулхаковича здесь не подвело, как и не подводило на протяжении всей его жизни. Но после первых исследований прошло, вы не хуже меня знаете, что больше 40 лет, прежде чем за городище-то взялись заново. Потому что было вот оно в центре города, застроено частными домами. И мало ли у нас такого. Действительно, раскопки на городище Уфа-2 были отложены почти на 50 лет. Лишь в 2000-е годы в связи с застройкой квартала, ограниченного улицами Заки-Валиди, Новомостовая, Пушкина и проспект Салавата-Юлаева, Мажитову удалось вернуться к данному объекту. Однако все эти десятилетия он держал в уме этот уникальный памятник археологии. Мог ли он в далеком
1957 году предполагать, что на склоне лет ему удастся сделать новое научное открытие, которое не только увековечит его имя, но и радикально изменит взгляд науки на прошлое Южного Урала. А пока археолог Нияз Мажитов занимался исследованием Бирского, Каратамакского, Бахмутинского могильников и городищ III-VIII веков, которые были объединены в так называемую Бахмутинскую археологическую культуру. Именно он, по сути дела, обосновал ее хронологические рамки, территориальные. Я не могу сказать, что он выделил, но он нарастил на все то, что было до этого, на вот тот вот скелет, он нарастил плоть. В те годы Нияз Абдулхакович проявил себя не только как ученый, но и как педагог и учитель. Он был словно мастер, передающий азы ремесла своим подмастерьям, поскольку практика в археологической науке порой важнее теории. Он умеет доверять людям. Вот я никогда не думал, что, вот, скажем, мне как студенту, по-моему, после 2-го года обучения уже было впервые доверено вести самостоятельные раскопки. Это своеобразный стиль обучения полевой археологии, но он, наверное, оказался таким эффективным, потому что когда человек сам додумывается и пользуется малым числом подсказок, у него вырабатывается собственный стиль ведения полевых работ. За памятниками бахмутинской культуры последовали другие. За несколько десятилетий Мажитов изучил десятки курганов и городищ по всей территории Южного Урала. Огромным научным достижением ученого было исследование и выделение турбаслинской археологической культуры. Вся собранная им информация затем была систематизирована и нанесена на карту. Первый проект, так сказать, удачный, которым Нияз Абдулхакович гордился практически до конца жизни, вот он не раз его вспоминал, это создание археологической карты Башкирии. Начинал, правда, проект это не он, но тем не менее начинал его Сальников, но Сальников практически сразу по состоянию здоровья отошел от этого дела. Вот, подхватил, так сказать, упавшее знамя Нияз Абдулхакович и довел до конца. Самое главное, что вышла книга. У нас, получается, Башкирия – это первый и единственный регион в советское время, который имел такую развернутую информацию об археологических памятниках. Собственно, это вот до сих пор настольная книга всех археологов, начиная от студентов, заканчивая докторами наук. Вот нельзя отделить, там, занимался этим периодом, тем периодом. Мажитов занимался всем периодом эпохи Средневековья. И турбаслами, и бахмутинская культура, и Куштаренко-Караикуповская, и в том числе памятники эпохи Золотой Орды. Где что больше в них вложено, оценить трудно, потому что он везде наследил. У него везде накопаны памятники и тех и иных культур. Значение упомянутой турбаслинской археологической культуры заключается в том, что она, возможно, является ключом к разгадке многих тайн прошлого Южного Урала, в частности, этногенеза башкир. Памятники этой культуры, в том числе городище Уфа-2, локализуются в центральной части Башкортостана, вокруг Уфы и южнее, вдоль течения реки Белой. Мажитов всю свою жизнь был занят поиском этнического ядра башкирского народа в различных археологических культурах прошлого. Перебрав несколько вариантов, он в конечном итоге остановился на турбаслинской. Многие исследователи с ним не согласились. Особенно большие споры вызвал вопрос этнической атрибуции и названия самого знаменитого памятника данной культуры – городища Уфа-2. Научные споры – нормальное явление, если они не переходят грань политкорректности. К сожалению, некоторые СМИ и даже представители научного сообщества переступили их. В СМИ была организована антимажитовская кампания. Гипотетический город Башкорт, который был отождествлен Мажитовым с городищем Уфа-2, в публикациях ряда изданий с сомнительной репутацией был превращен в символ пресловутого этнократического режима. Кампания по дискредитации ученого была усилена тем, что она шла в унисон с федеральными трендами, связанными с выстраиванием вертикали власти и ограничением прав регионов.
Поэтому Мажитов получил совсем не тот уровень поддержки со стороны региональной власти, на какую рассчитывал. К сожалению, в травле Нияза Абдулхаковича приняли участие некоторые его коллеги, объявлявшие ученого выдумщиком и, самое главное, заявлявшие, что городище Уфа-2 не представляет никакой исторической и научной ценности. В результате судьба уникального памятника археологии буквально повисла на волоске от гибели. Я думаю, что Нияз Абдулхакович внес основной решающий вклад в то, что он до сих пор пока существует. Ну и, собственно, вот в создании той структуры, которая сейчас занимается его охраной, это музей-заповедник Древняя Уфа. Это, я считаю, полностью заслуга Мажитова. Если бы не он, при всех наших слабых попытках памятник был бы мгновенно застроен. Я прекрасно понимаю, что не было бы Нияза Абдулхаковича в этот момент рядом или просто в Уфе, то, наверное, не было бы и городища Уфа-2. Ну или было бы, но, во всяком случае, совершенно не в том виде, в котором оно в итоге нам предстало. Мажитов приложил титанические усилия, чтобы доказать чиновникам: перед вами не имеющий аналогов в радиусе 1000 километров памятник истории, древний город, стоявший здесь 1500 лет назад. Но их глазам открывались лишь 4-метровые срезы грунта и ничего не говорящие им культурные слои. Вот если бы в земле обнаружились древнегреческие колонны, тогда, пожалуй, они бы поверили его словам. Действительно, над нашим уникальным памятником городищу Уфа-2, развалинами средневекового города, столицы тогдашнего Башкортостана, усугубляется, создается напряженная ситуация. Чтобы доказать свою правоту, Мажитов собирал совещания с участием уфимских археологов, метался по всей стране, приглашая коллег-ученых из Москвы и других регионов России. Много было оппонентов, разных, в разное время. Вот. Были справедливые, несправедливые, были, так сказать, оппонентуры. У него судьба такая непростая ведь была у Нияза Абдулхаковича. Вот. Но все как-то разбилось, эта шелуха отпала, вот, потому что остаются памятники, потому что остаются материалы, а против материалов ничего же никак никуда не денешься. В ходе защиты городища Уфа-2 Мажитов проявил свое знаменитое упорство, которое не было упорством из упрямства. Его твердость исходила из абсолютно ясного и холодного осознания исторической значимости спасаемого им памятника. Заслуга Мажитова здесь стопроцентная. Я неоднократно, я тогда еще работал в охране памятников, неоднократно участвовал во всяческих заседаниях в мэрии, где был Мажитов, и как представитель охраны памятников был я. И по большому счету все тогда держалось на тоненькой-тоненькой ниточке. Этой ниточкой был Мажитов. То есть могло оборваться в любой момент, и сейчас бы уже все застроили, и ничего бы там вообще не осталось. Там были бы либо подземные гаражи, как изначально планировали, потом планировались всевозможные высотки, что там только не планировали. И фактически тогда Мажитов был вот этим последним заслоном, который и не позволил совершить непоправимое, за что Ниязу Абдулхаковичу здесь, конечно, глубочайший поклон. В конечном итоге городище Уфа-2 было спасено от разрушения и сохранено для истории. Добытый в ходе многолетних раскопок материал позволил ученым сделать предварительные выводы. Подавляющее большинство сошлось на том, что данный памятник археологии действительно является уникальным и бесценным артефактом прошлого. Кто-то назвал его свидетельством существования города, кто-то протогородского поселения, кто-то просто крепости. Дело в том, что единых критериев для определения города не существует. К тому же признание за городищем статуса города повлекло бы за собой череду неизбежных последствий, подводящих ученых к необходимости пересмотра устоявшейся концепции исторического развития Башкортостана. Ведь вывод о том, что на Южном Урале в средневековый период существовала урбанистическая культура, разрушает привычное представление о прошлом нашего края. Можно это называть памятником, но в действительности это руины постоянно существовавшего, я возьму смелость на себя сказать, вот башкирские коллеги народ
осторожный, но я могу сказать ясно. Это раннее городское поселение, которое существовало на протяжении всего средневекового периода. Игорь Леонидович Кызласов, доктор исторических наук, историк-тюрколог, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, специалист по древнетюркской рунической письменности. Самое главное, что не только на территории Башкортостана, не только на территории Южного Урала, или как бы мы эту территорию, но я должен сказать, что вообще на территории Восточной Европы столь долго существовавших и таких крупных по социальному, по общественному значению городов, административных и производственных центров, просто мы пока не знаем. Городище Уфа-2 не спеша открывало свои тайны. Сначала ученых поразил 4-метровый культурный слой, говоривший о многовековом проживании здесь большого числа людей. Затем ими были сделаны выводы о наличии мощных фортификационных сооружений, валов и стен. Вскоре были обнаружены останки жилищ, построенных из саманных кирпичей, ремесленных мастерских, печей и даже тротуаров. Гипотезы Мажитова стали находить свое подтверждение. В конце своей жизни наш академик сделал аккорд, такой своеобразный аккорд своей жизни. Он подарил нам Уфу-2. И Уфа-2 сегодня, да, является тем самым средневековым протогородом, который, так сказать, был наиболее, я сегодня считаю, что это наиболее мощный средневековый центр на территории севера евразийских степей. Оборонительные сооружения, жилища, тем более расположенные довольно плотно, наличие вот этих тротуаров, которые больше нигде на Южном Урале не найдены, это уже говорит о том, что там была плотная застройка, плотная планировка. Я не скажу, вот так вот, положа руку на сердце, допустим, город, да, я скажу, это очень мощное, созданное по единому замыслу, укрепленное поселение с элементами благоустройства, с элементами единой планировки, существовавшее достаточно длительное время. Самый пик его расцвета — это, наверное, 5-8, 5-9 века нашей эры. В регионе, да и вокруг, однозначно ничего подобного нет. В 2007 году городище Уфа-2 получило оценку всего научного сообщества России. Институт археологии Российской академии наук считает несомненной высокую научную и культурную значимость городища Уфа-2, время существования которого по комплексу признаков относится к IV, XV, XVI векам нашей эры. Городище Уфа-2 является крупным, веками существовавшим административным, торговым, ремесленным центром, одним из узловых пунктов Урало-Поволжского региона. Директор Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук Макаров. Это человек, который создал источниковую базу по средневековой истории края. Его раскопки различных памятников десятки, если не сотни. Но во всяком случае на моей памяти нет такой информации, которая бы говорила о том, что есть другой человек, который сделал примерно то же самое, что Мажитов. В этом отношении мне почему-то крепко в голове засела фраза Игоря Васильева, самарского археолога, ныне покойного, который в отношении таких людей, как Мажитов, выражался: это львы от археологии. Его, это не полное, как говорится, выражение его, но суть сводится к тому, что есть львы в археологии, которые источниковую базу, материалы археологические собирают собственными раскопками, а есть шакалы от археологии, которые пользуются чужим материалом и делают на этом имя. В жизни лев археологии был очень мягким и покладистым в отношении с близкими и друзьями, дипломатичным и даже хитрым с властями, демократичным со студентами и очень уважительным к мнению своих коллег. Он спокойно переносил любую критику в свой адрес, ибо понимал, в науке нельзя быть догматиком. Конечно, жалко, конечно, всегда мы говорим, что жаль, люди уходят
уходит поколение вот этих титанов, которые рождали нашу историю, нашу археологию. Вот. Но это же вопрос уже к нам теперь. Как мы воспользуемся этим? Действительно, теперь вопрос уже к нам. Как мы воспользуемся наследием Мажитова? А наследие его не только велико в количественном измерении. Достаточно вспомнить то неимоверное количество курганов и городищ, которые он исследовал. Оно велико в первую очередь в качественном отношении. Немногие археологи могут похвастаться тем, что их открытия привели к изменению исторической парадигмы того или иного региона. А Мажитов мог бы этим похвалиться. Открыв городище Уфа-2, он не просто вывел из небытия затерянный во времени город, он навсегда изменил историю Башкортостана, Южного Урала, да и всей Восточной Европы.